Пенсия – одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день. Абхазская пенсия выплачивается с задержкой. С чем это связано? Об этом поговорим в новом выпуске программы «Амчра». Здравствуйте, Денис Тоневич. Спасибо большое, что вы согласились на интервью для государственного телеканала. Вы работаете в достаточно непростой сфере, в пенсионном фонде, но человек вы не публичный. Расскажите о себе немножечко для того, чтобы все-таки наши зрители с вами смогли познакомиться. Спасибо вам тоже, что дали такую возможность, чтобы объяснить людям, откуда вообще формируется пенсия, откуда вообще формируются наши выплаты и как вообще, надеюсь, что понятно, многие люди поймут и больше информации получат, как вообще структура самого фонда и как вообще фонд работает, вот откуда берутся выплаты. В пенсионном фонде я непосредственно с 2012 года на должности заместителя председателя фонда, а с 2016 года исполнял обязанности председателя пенсионного фонда и по сей день, получается, уже председатель пенсионного фонда. Расскажите вообще о деятельности фонда. Сколько у вас сотрудников? Какой работой вы занимаетесь? У нас 33 человека, сотрудников. У нас в каждом районе представлены по 2 человека. Это заведующий отделом и специалисты, бухгалтера, которые занимаются сбором отчетов от плательщиков страховых взносов. Они ведут учет, выдают справки на открытие расчетных счетов, выдают справки нашим гражданам, которые выходят на пенсию, об уплате страховых взносов. Они занимаются, у нас документы готовят по инкассовым поручениям. В каждом районе по 2 человека, и по городу Сухуму то же самое количество, по 2 человека, плюс еще бухгалтерия, ревизионный отдел. Ревизионный отдел непосредственно занимается сверкой деятельности по начислению, перечислению заработных плат организаций, так частных и бюджетных организаций. Денис Тоневич, наверное, самая обсуждаемая тема на сегодняшний день – это начисление абхазской пенсии. Что с этим вопросом сейчас происходит? Почему все-таки сложилась такая ситуация, что пенсия идет с задержкой? В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, граница у нас была закрыта, как всем известно, 4 месяца. И это не могло пройти безболезненно для нашей экономики. И напрямую, в принципе, все взаимосвязано в экономике. По выплатам заработных плат у нас есть тоже, сами видим, знаем, задержки. И это напрямую влияет на поступление страховых взносов в бюджет нашего фонда. Это первоочередная причина, связанная в связи с тем, что мы не можем вовремя профинансировать пенсии и пособия нашим получателям. Чего ждать в следующем месяце? Все-таки будет задержка или все-таки система уже готова для того, чтобы выровняться, и уже начисления будут идти в определенный день, в определенный срок? В принципе, в определенный день, в определенный срок наши получатели прекрасно знают, что мы всегда, предыдущие годы, всегда люди вовремя получали день в день и суммы, которые положены. Но в данных реалиях в настоящее время я не могу с уверенностью точно сказать, но как мы видим, после открытия границ, после начала курортного сезона ситуация постепенно стабилизируется. Это видно и по поступлениям страховых взносов, и экономическая активность возросла. Но тем не менее для нашего фонда этого недостаточно, так как еще мы то, что было запланировано в бюджете пенсионного фонда на 2020 год, трансфер
из республиканского бюджета, когда у фонда начались трудности, в полном объеме мы все получили с республиканского бюджета, и помимо этого нам еще была выделена помощь из резервного фонда президента, но тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы выйти, можно сказать, на ровную, чтобы в день, что мы могли финансировать. Вот, я вам не могу сказать, к концу года, если ситуация стабилизируется, то это было бы неплохой результат. Но, к сожалению, пока сегодня имеем то, что имеем. Я понимаю наших граждан, получателей пенсии и пособий, и люди, которые к нам тоже обращаются, относятся с пониманием и проявляют терпение, видят, что объективные тоже причины. Я за это очень благодарен, в принципе, нашим гражданам, что относятся с пониманием в данной ситуации. У Пенсионного фонда Абхазии есть должники? Да, у Пенсионного фонда Абхазии есть должники. Это у нас самая такая тема, которая трудная. У нас есть должники, многие и госпредприятия у нас должники, но, вы знаете, у нас около 270 миллионов задолженности по всей республике, но я еще хотел отметить такой вопрос, связанный с тем, что у нас никакого механизма по, допустим, есть из этой задолженности абсолютно безнадежные долги, которые просто и физически этих организаций нет, уже не существует. У нас с начала даже 2000-х годов, еще раньше, есть задолженности по колхозам, которые у нас мертвым грузом висят в задолженностях, и механизмы по поводу их списания, чтобы как-то уже не существует. Отдельно хотел бы, раз мы коснулись задолженности, у нас есть такие крупные должники, это как Черноморэнерго. К сожалению, за последние годы задолженность их еще увеличилась. Она составляет порядка 50 миллионов рублей на сегодняшний день. Это и районные филиалы Черноморэнерго тоже, в некоторых районах есть задолженности. А основная задолженность — это непосредственно от головного офиса Черноморэнерго. Также железная дорога, у нас есть задолженности по железной дороге. Вот, по Гагринскому району Гагрский лесхоз. Вот также по каждому району есть крупные должники, и которые составляют львиную долю задолженности по общей сумме. По городу Сухум, если смотреть буквально, получается, Черноморэнерго и Абхазскую железную дорогу, они около 80 миллионов. Две организации, получается, вот из этой суммы, вот, две организации, которые должны такую для нас большую, существенную сумму. Вы озвучили сумму почти более 200 миллионов. Если, предположим, должники вернут вам эту сумму, вы, получается, сможете перекрыть пенсию аж на 3 месяца вперед. Есть какие-то рычаги давления для того, чтобы решить данный вопрос? Все-таки это как-то контролируется, регулируется? Есть у нас законодательная база, позволяющая решить этот вопрос? Но есть механизм, который у нас есть, который механизм самый эффективный, это бесспорное взыскание. Выставляем кассовое поручение, и мы списываем суммы, которые выставляем. Но вот, как всем известно, Черноморэнерго — стратегическое для нашего государства предприятие. Блокировать его работу полностью мы не можем. Мы, естественно, понимаем, объективно относимся. Такая же ситуация у нас с железной дорогой. И то, что начисляют даже, допустим, да, они должны уплачивать в пенсионный фонд. А по старым долгам, по мере
своих возможностей должны погашать периодически, там, ежеквартально, как уже по мере своих возможностей. Тем не менее, у нас, к сожалению, даже то, что они начисляют на текущее, в настоящее время, у них полностью погашать эти взносы у них, к сожалению, не получается. Вот такая ситуация. И еще мы в бюджете, в доходной части бюджета ежегодно мы планируем какую-то часть существенно, допустим, это в этом году около 48 миллионов, которые мы взыскиваем в течение года. Полностью эту сумму мы не можем включать, потому что, как я уже говорил ранее, из этой суммы, из этой задолженности общей, есть абсолютно безнадежные долги, которые просто невозможно взыскать. И еще мы в судебном порядке, в арбитраже тоже подаем, вот, в арбитражном порядке. Бывает задолженность, если от одной организации есть правопреемник, передаем долги организации следующей правопреемник, и он уже, эти организации уже постепенно погашают долги. Какое количество пенсионеров сегодня у нас в стране получают именно абхазскую пенсию? Что она из себя представляет? Какая-то вообще сумма для того, чтобы понять вообще, что такое абхазская пенсия? Получателями абхазской пенсии на сегодняшний день пособие является 46 тысяч с лишним человек. Вот, это по 39 категориям получателей. Кроме этого, у нас в расходной части бюджета предусмотрены выплаты доплат, которые не являются получателями пенсии иного государства. Ну, попросту говоря, те, наши граждане, которые не получают российскую пенсию. И вот мы им выплачиваем там тоже около 8 тысяч человек, таких получателей. И вот такое количество. В общем, у нас все вместе 46 тысяч с лишним человек у нас получает абхазскую пенсию. Вот совсем недавно, да, получается, это около 5 лет назад, пенсию стали начислять на банковские карты. Ну, у вас есть какая-нибудь информация среди тех, кто незаконно забирал деньги умерших пенсионеров, получали ли там и абхазскую пенсию? Вы какой-то учет ведете? Но по этим громким делам, которые в последнее время имели место быть, события, приходили тоже к нам следователи прокуратуры. Вот, и они точно должны выяснить там, какие поступления были естественно, там и по абхазской пенсии были, естественно, присвоены, но тем не менее мы вот как Пенсионный фонд Абхазии, да, изначально списки, и как вам известно, личные дела, все формируется в отдел социального обеспечения наших районов и по управлению по городу Сухуму. Вот. Когда у нас есть такая информация, мы перепроверяем списки и исключаем таких людей, по крайней мере приостанавливаем. Вот в настоящее время могу сказать, что по Гудаутскому району мы разослали письма главам сел по району, и они нам вернули списки просто, кто живой, а кто нет, чтобы уже с печатью заверены главой села, ну, чтобы не беспокоить наших граждан. Естественно, в каждом селе глава села знает, кто где, допустим, бывают там убывшие в Российскую Федерацию, таких тоже немало. И вы знаете, буквально мы не со всех сел пока получили ответы, но тем не менее уже, можно сказать, десятками там будут исключены из общих списков получателей. Это как бы по нашей инициативе мы решили тоже перепроверить, хотя вся ответственность по данному вопросу лежит на отдел социального обеспечения, который изначально занимается формированием пенсионных дел наших граждан. И они все их видят, кто, откуда, назначение, какие права есть у этого человека, по какой категории ему назначается пенсия. Это все полностью у них вся эта информация.
Перерегистрация пенсионеров. Насколько это эффективно именно для вас? И насколько этот процесс для вас важен? И, может быть, он вообще бесполезен на сегодняшний день? По этому вопросу могу сказать так. По абхазской пенсии, вот тоже вот я говорил то, что ранее, что мы, не затрагивая самих пенсионеров, мы разослали списки по селам, допустим, чтобы они не ходили там в очередях не толпились, чтобы перепроверить. А по поводу перерегистрации мы, в принципе, непосредственно не пенсионный фонд этим занимается, в отдел социального обеспечения. У Российского пенсионного фонда есть требования такие, перерегистрацию проходить там в год один раз. Вот. И для удобства наших граждан мы понимаем, что такие случаи имеют место и по абхазской пенсии, естественно, да, и перерегистрацию они, в принципе, проходят одновременно, чтобы два раза не создавать очередь, нас это устраивает. Мы, в принципе, у нас пенсии небольшие, ну, даже по сравнению с российской. Вот. Но есть, естественно, у нас и категории, где выплаты у нас и существенны, но тем не менее, если общую массу брать, вот, и мы лишний раз не пытаемся людей, как говорится, чтобы они стояли в очереди, там, допустим, те люди, которые не получают, кроме абхазской пенсии, никакой, чтобы там он не стоял еще в отдельной очереди. Мы стараемся, чтобы облегчить в этом отношении. Какой бюджет на сегодняшний день у пенсионного фонда и выполняете ли вообще поставленную задачу? Справляетесь ли вы? Ну, справляться, это бюджет пенсионного фонда на 2020 год, это 1 миллиард 103 миллиона рублей. Вот, как я уже ранее говорил, по 39 категориям наших получателей. Единственное, у нас проблема связана с тем, что с поступлением, как я уже говорил ранее, что у нас недостаточно, к сожалению, поступления страховых взносов в фонд, чтобы мы вовремя платили. Единственное, мы начнем финансирование пенсий, пособий вот по городу Сухому буквально на днях. Ну, на этой неделе точно могу сказать, что мы начнем финансирование. Выплаты будут или к концу этой недели, или в начале следующей недели. Это по городу Сухому. Так я уже говорил ранее, это связано еще, что мы трансфер весь израсходовали. И, к сожалению, такая ситуация на сегодняшний день. Мы вовремя не выплачиваем. Еще это связано с тем, что на той неделе 2 рабочих дня всего лишь было, остальные дни были выходными, не такие, когда выходные дни попадают, тоже для нас это существенно и влияет на поступление страховых взносов, тоже немаловажный фактор для нас. Вот мы уже бы начали финансирование по городу Сухуму точно, по крайней мере. Вот 3 дня выходных, которые были на той неделе, тоже существенные. У многих возникает такой вопрос, почему абхазскую пенсию не поднимают. Да? Наверное, хочется поговорить вообще, что из себя представляет абхазская пенсия, из чего она формируется, и вообще есть ли какие-то дальнейшие действия для того, чтобы стабилизировать ситуацию с абхазской пенсией, и все-таки, возможно, может быть, в ближайших планах повысить ее. Что для этого нужно сделать? Ну, этот вопрос такой щепетильный, естественно. По мере возможности пенсионный фонд Абхазии, это не только пенсионный фонд один решает, это мы когда принимаем бюджеты на следующий год или отчитываемся по поводу исполнения бюджета за предыдущий год. В парламенте бывает инициатива, давайте вот есть какой-то, остается резерв, поднимем тем или иным категориям. Так вот в прошлом году было повышение пенсий некоторым категориям, это круглым сиротам, инвалидам детства, такие наиболее уязвимые, которые нуждающиеся категориям, мы поддержали, естественно, и с июля месяца прошлого года было повышение пенсии этим категориям, несмотря на то, что там существенная разница, уже увеличиваются расходы самого фонда. Вот. И эти расходы должны были покрыть поступление, естественно, в этом году. Но к пандемии пенсионный фонд, и я думаю, не только пенсионный фонд, и государство в целом, ну, мы не были готовы. У нас резервов существенных, чтобы выдержать такой
такую нагрузку 3-4 месяца, полгода, к сожалению, у нас таких резервов нет. И по поводу еще у нас с начала 2020 года было стопроцентное повышение доплат к тем гражданам, которые не являются получателями пенсии иного государства, кроме которых абхазской пенсии не получают. У нас было повышение. Это около 8 тысяч человек. Вот. Это тоже для фонда существенно. И покрыть эти расходы планировалось за счет повышения заработных плат бюджетников некоторых категорий, и с их отчислений должны были поступить в фонд. Ну, насколько мне известно, планируется это повышение, и у нас будет перерасчет, и да, поступят эти суммы, и надеюсь, что мы эту ситуацию стабилизируем. Вот. Но доходная часть бюджета фонда формируется с отчислений хозрасчетных организаций, вот, и коммерческих организаций. Это первое. У нас ежегодно при формировании бюджета нам индикативный план представляется, и по фонду заработной платы мы закладываем параметры бюджета фонда нашего. Также у нас есть от индивидуальных предпринимателей, плательщиков поступления, и получается спецналог, вот, патентно-налоговой системы тоже поступления, и от бюджетных организаций, которые тоже представляют нам фонд заработной платы. Вот из этого фонда мы считаем, сколько должно поступить в пенсионный фонд. Также мы, как говорил ранее, закладываем определенную часть задолженности, которую мы можем взыскать. Вот, это тоже закладывается часть суммы, которая наиболее реально взыскать можно в течение года. Вот, задолженность недоимки за прошлое время. Вот, и плюс еще межбюджетный трансфер, и вот эти все формируют поступление страховых взносов в бюджет пенсионного фонда. Вот. Получается, отчисления пенсионному фонду от частных лиц, они не настолько велики, но и тем не менее люди пытаются все-таки уйти как-то, и пройти мимо, не отчислять, вообще и уходят в какую-то в черную систему. С чем это связано? Если смотреть вот по прошлому году, по индикативному плану, который цифры нам были представлены по поступлениям страховых взносов в фонд, было запланировано около 512 миллионов рублей от коммерческих организаций и хозрасчетных организаций. Там могут и РУПы, государственные тоже, но тем не менее они входят в эту категорию. И мы недополучили ровно 100 миллионов рублей. Но тем не менее мы со своими обязательствами в прошлом году мы справились. В принципе, доплаты, повышения доплаты не было в том году. Просто у нас было повышение некоторым категориям с июля месяца. И для нас эти 100 миллионов, то, что не допоступили, для нас тоже это существенная сумма, и это никак не может не повлиять вот на ту ситуацию, которая у нас сегодня есть. И это связано с тем, что мы вовремя не можем профинансировать наших получателей. А то, что вы говорите по поводу того, что не все добросовестно отчисляют в фонд, да, такое тоже, естественно, имеет место быть. Ну, попросту, можно сказать так, многие организации экономят и не думают о солидарности поколений, вот, и они, как говорится, серую зарплату выплачивают в конверте, вот, и с этим связано. Вообще, если многие люди как себе представляют пенсию, пенсионный фонд, да, что это кто-то вот из руководства республики, вот им непосредственно вот он платит им пенсию. Это не совсем так. Пенсия формируется от отчисления работающих граждан, без разницы, где они работают, бюджетная организация, частная, хозрасчетная. У нас распределительная
пенсионная система, это когда все, что мы аккумулировали, все, что мы собрали в этом месте, перечислили, мы уже перечисляем в следующем месяце, уже финансируем все районы. И по большому счету, если разобраться, проблемы, вот, связанные с задержками, то, что мы не можем вовремя профинансировать, тут, в принципе, их очень много. Тут и демографическое соотношение немаловажную роль играет. На одного пенсионера сколько работающих приходится. Этот тоже фактор влияет. По большому счету, при нашей системе, при нашей пенсионной системе получается, что мы, работающие в настоящее время поколение, по большому счету, не можем достаточно обеспечить наше старшее поколение. Но старшее поколение работали еще в советский период, советскую пенсионную систему отчислялись, и эти, в принципе, у нас Советского Союза нет, и все отчисления там остались. А за счет того, что работающих в настоящее время, мы должны финансировать вот вовремя, ответственно, чтобы у нас были соответствующие заработные платы и соответствующая пенсия. В принципе, это взаимосвязано. Если вот так же еще у нас то, что задержки по выплате пенсии еще и связаны, у нас есть еще и задержки по выплате заработных плат. Это тоже напрямую влияет на поступление в пенсионный фонд. Вот. Когда есть задержки по выплате заработных плат, это напрямую влияет на поступление страховых взносов в наш фонд, и это взаимосвязано, и в связи с этим тоже у нас получается, что не вовремя финансируем те или иные районы. Сейчас я, наверное, затрону одну из самых щепетильных тем, о которой у нас, в принципе, не принято говорить. О лжеветераны. Сейчас активно ведется работа в этом направлении. Если все-таки эта работа будет доведена до логического завершения, пенсионный фонд от этого имеет какие-то плюсы или минусы? Ну, естественно, плюсы будут. Пенсионный фонд разгрузится на определенное количество этих ветеранов, которые, ну, я информацией пока не владею, но тем не менее, я не знаю, как этот механизм будет, за которым мы, допустим, если он не являлся инвалидом, вот, но мы же ему выплачивали, финансировали все эти годы с какого-то периода, вот, но это разгрузит пенсионный фонд. Но я могу вам сказать, что за последние годы, буквально даже 5 лет, 10 лет, да, изначальное количество инвалидов войны, и в настоящее время они намного в разы выше в настоящее время. Эту информацию вы можете более подробно получить в Министерстве социального обеспечения, демографической политики. У них есть эта статистика ведется, и там наглядно видно, что количество инвалидов неуклонно все эти годы увеличивалось. А вы сейчас как-нибудь взаимодействуете по решению данного вопроса, или пока к вам еще не обращались? Вы знаете, нам не то, что они не обращались, они будут исключать их из списков уже в отдел социального обеспечения. У нас просто заявки уже будут с меньшими суммами поступать. Вот. Личных дел ни пенсионеров, ни инвалидов у нас у пенсионного фонда их нет. Они находятся в отделах социального обеспечения районов и по городу Сухому. Там они видят, там они формируются. В проекте «Амчара», в котором вы сегодня принимаете участие, уже сложилась некая такая маленькая традиция. Мы каждому гостю задаем один и тот же вопрос. Предположим, что через год мы к вам вернемся и проведем такую же беседу. Есть ли у вас какая-нибудь цель, может, поставленная задача, с которой вы хотите справиться в течение года, о которой мы сможем с вами поговорить вот спустя энное количество времени?
Ближайшей целью это нормализовать все, что связано с выдачей, выплатой пенсии вовремя, чтобы наши граждане могли получать день в день и рубль в рубль. Вот это первоочередная наша цель. В это входит и администрирование, лучшее администрирование страховых взносов по поступлению, взыскание задолженности, тоже то, что мы обговаривали с вами. Вот это является первоочередными целями. И надеюсь, что мы выправим эту ситуацию и вопросы, связанные совместно уже со Сбербанком, Национальным банком, облегчить нашим пенсионерам жизнь, чтобы они, как и прежде, получали свои выплаты на картах. Тоже люди привыкли в любое время, когда им удобно, чтобы они получали свои деньги. Это очень тоже важно. Это тоже косвенно и нас касается. Мы будем способствовать тому, чтобы ситуация в этой сфере нормализовалась. Все, что от нас зависит, по крайней мере, мы это будем делать. Спасибо большое за интервью. Мы очень надеемся, что пенсионный вопрос, который очень сильно так беспокоит наше население, все-таки будет решен. Спасибо вам тоже.